Варлам Тихонович Шаламов родился 18 июня 1907 года в Вологде в семье священника Тихона Николаевича Шаламова и его жены Надежды Александровны. В 17 лет Шаламов покидает Вологду и 2 года работает дубильщиком на кожевенном заводе в городе Кунцево. А в 19 поступает по направлению от завода на первый курс Московского текстильного института и одновременно по свободному набору на факультет советского права в МГУ. В 1927 году в 20-летнем возрасте участвовал в демонстрации оппозиции к десятилетию октября, проходившей под лозунгом «Долой Сталина» и «Выполним завещание Ленина». В феврале 1929 года за распространение завещания Ленина, письма к 12-му съезду, арестован и приговорен к 3 годам лагерного заключения, которое отбывал в Вишере. В 1932 году Шаламов возвратился в Москву, работал в ведомственных журналах, печатал статьи, очерки, фельетоны. В 1936 году публикует первые рассказы «Три смерти доктора Аустина», «Пава и древо». Несмотря на романтическую приподнятость, и в этих рассказах ощутимы мотивы зрелого творчества Шаламова. В январе 1937 года Шаламов снова арестован, 5 лет с отбытием на Колыме. Однако эти 5 лет превратились в 15, так как в 1943 году ему добавили еще 10 лет за антисоветскую пропаганду. Объясняется это тем, что он назвал эмигранта Ивана Алексеевича Бунина русским классиком. Реабилитирован в июле 1956 года, переезжает в Москву. Здесь он работает внештатным корреспондентом журнала «Москва». В 1957 году в журнале «Знамя» напечатаны его стихи, а в 1961 выходит первый поэтический сборник «Огниво». Затем сборники «Шелест листьев», «Дорога и судьба», «Московские облака». Однако проза Шаламова к печати в СССР не принималась. К 70 годам здоровье Шаламова резко ухудшается. Он начинает терять слух, зрение, учащаются приступы болезни нервов с потерей координации движений. Поэтому в следующем году с помощью друзей и Союза писателей он направляется в пансионат для престарелых и инвалидов. Вскоре переносит инсульт. 14 января 1982 года он по заключению медкомиссии переводится в пансионат для психопатов. В этом же году, буквально через 3 дня, он умирает от крупозного воспаления легких, похоронен на Кунцевском кладбище в Москве. Сейчас мы немножко расскажем о творчестве Шаламова. Яркое представление о прозе Шаламова дает его так называемая колымская проза. Она самим писателем разделена на 6 книг. Первое – это колымские рассказы, второе – «Левый берег», «Артист Лопаты», «Очерки преступного мира», «Воскрешение лиственницы» и «Перчатка» или КР-2. К ним также примыкают воспоминания о Колыме и антироман, цикл рассказов о лагерях Вишеры. Работа над колымской эпопеей продолжалась последних лет жизни в лагере на Колыме и до последнего года жизни. Шаламов подчеркивал абсолютную достоверность своих новелл, иногда называл их очерками. В сборниках его прозы немало текстов откровенно мемуарного очеркового характера. Автор не преследовал иной цели, кроме максимально достоверного рассказа лагерной жизни. Но преобладает, говоря словами самого Шаламова, не проза документа, а проза, выстраданная как документ. При всей конкретности и физиологической точности описания колымская жизнь все же кажется читателю гротесково абсурдной и реальной. Шаламов называл колымские рассказы новой прозой, имея в виду как идейно-концептуальную, так и чисто эстетическую новизну. Новая проза должна была, по мысли самого писателя, стать отражением и осмыслением опыта XX века, опыта кровавых войн, революций и прежде всего лагерей, фашистских и советских. XX век поставил под сомнение многие накапливающиеся столетиями духовно-нравственные ценности. По определению самого Шаламова, в его рассказах человеческая природа исследуется в крайне важном, неописанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию зачеловечности. Лагерная жизнь разрушает привычные нравственные и культурные механизмы. Остается голая человеческая суть. «Проза моя, — писал Шаламов, — фиксация того немногого, что в человеке сохранилось. Каково же это немногое? И существует ли предел этому немногому, или за этим пределом смерть, духовная или физическая?» Стремление добраться до сути, безжалостно отметая все внешнее, весьма характерно для эстетики Шаламова. Этим не в последнюю очередь
полностью объясняется лаконичность его текста. Как сам Шаламов потом признавался, он любил читать русских прозаиков XX века с карандашом в руке, вычеркивая все, что считал лишним. Критиковал за присущий ей гиперморализм и гуманистический пафос. Подчеркивал, что искусство лишено права на проповедь, не имеет права учить. В особенности нестерпимо относился к толстовскому нравственному учительству. Утверждал даже, что все террористы были толстовцы и вегетарианцы. Отвергая толстовскую традицию, ориентировался на опыт Пушкина и Чехова. Высоко ценил Достоевского, но на страницах колымской прозы постоянно вел с ним полемику. Спор с гуманистической литературой прошлого, прежде всего с русской классикой, составляет основу содержания многих произведений Шаламова. Например, первая фраза рассказа «На представку» 1956 года «Играли в карты у Канагона на уме», отсылая читателя к пиковой даме, невольно заставляя соотносить изображаемое с проблематикой пушкинской повести, а через нее с роковыми вопросами о цели и средствах, о праве на кровь, о гармонии, купленной ценой детской слезинки. А на литературном фоне, когда блатари играют в карты, вырезанные из томика Виктора Гюго, у одного из них на груди вытатуирована цитата из Есенина: «Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок». И вот на этом фоне разворачивается страшный рассказ о том, как ни секунды не раздумывая человек убивает из шерстяного свитера. «Не могли, что ли, без этого?» — восклицает один из зэков. Но возмущение вызвано не убийством, а ущербом, нанесенным выигранной вещи. Новеллу завершает бесстрастное резюме героя-рассказчика. «Игра была окончена, и я мог идти домой. Теперь надо было искать другого партнера для пилки дров». Повествование в колымских рассказах всегда остается эпически спокойным. Нет нагнетания чувствительности, авторский комментарий лаконичен и беспристрастен. Повествование лагерный беспредел увиден глазами человека, обладающего недоступным простому смертному опытом. Он не Орфей, побывавший в аду, а Плутон, поднявшийся из ада. В художественном мире колымских рассказов утрачена всякая временная перспектива. Практически отсутствует связь с эпохой. В рассказе «Июнь» авторский персонаж Андрей слушает сообщение о нападении Германии на Советский Союз с полным равнодушием, так как известие о войне в Парагвае или Боливии. В отличие от Солженицына, который в сталинских застенках пришел к религии, Шаламов был убежденным атеистом. «Смерть в Бога я потерял давно, лет 6», писал он. «И горжусь, что 6 лет и до 60 я не прибегал к его помощи ни в Вологде, ни в Москве, ни на Колыме». Но такая резкая реакция Шаламова объясняется его психологическим протестом против отцовского духовного назидательного воспитания. Ведь отец Шаламова был не как священник. И в своих рассказах Шаламов, противоположный Солженицыну, почти не касается конкретных социально-исторических и политических причин террора. Для него колымский беспредел стал прежде всего чудовищным разливом зла, глубоко укорененного в самой природе человека. Но об этом поподробнее. Тема личных и творческих взаимоотношений Солженицына и Шаламова поднималась неоднократно. На сегодня она остается также актуальной. Начнем с того, что Солженицын и Шаламов познакомились в 1962 году в редакции «Нового мира». Несколько раз встречались в домашней обстановке, переписывались. А когда один день Ивана Денисовича вышел в свет, Шаламов послал Солженицыну очень теплое, восхищенное письмо. Он писал о художественном совершенстве повести, о достоверности, о точном проникновении в психологию персонажей. Смущали его только некоторые не совпадавшие с его собственным опытом частные подробности лагерного быта. Об отношении Шаламова к творчеству Солженицына можно говорить, исходя из письма Александру Крымецкому. Шаламов пишет: «Никакой Солженицынской... Извините, пожалуйста. Никакой Солженицынской... В школе я не принадлежу. Я довольно сдержанно отношусь к его работам в литературном плане. В вопросах искусства, связи искусства и жизни у меня нет согласия с Солженицыным. У меня иные представления, иные формулы, каноны, кумиры и критерии. Учителя, вкусы, происхождение материала, метод работы, выводы – все другое. Лагерная тема – это ведь не художественная идея, не литературное открытие, не модель прозы. Это очень большая тема. Мне легко разместиться 5 таких писателей, как Лев Толстой, 100 таких писателей, как Солженицын. Но и в толковании лагеря я не согласен с Иваном Денисовичем решительно. Солженицын лагеря не знает и не понимает. Например, Шаламову было непонятно, зачем Шухову ложка.
Ведь суп и каша такой консистенции, что можно пить через борт. Или хождение кота около санчасти тоже считались писателем невероятным фактом для настоящего лагеря. В колымских рассказах Шаламова больничная кошка дважды заканчивает свою жизнь в супе. Цитирую. «В нервном отделении блатные поймали кошку, убили и сварили, угостив дежурного фельдшера. Фельдшер съел мясо и ничего не сказал о кошке. Это была кошка из хирургического отделения». Не согласен Шаламов и с языком произведения Солженицына. С первых строк Солженицын начинает присваивать лагерное значение общепотребительным словам. Таким образом, на определенном уровне «Один день Ивана Денисовича» существует как толковый словарь лагерных терминов. Недовольство Шаламова здесь объясняется тем, что автор одного дня Ивана Денисовича попытался описать лагерную картину мира языком и понятиями свободного человека, далекого от той суровой реальности. Концепция двуязычного переводчика в произведении Солженицына не казалась Шаламову адекватным художественным решением. Для Шаламова в условиях лагеря человеческое тело и все его производные – память, культура, личность, причинно-следственная связь – просто не могут функционировать. Существо лагеря заключается в его полной отрешенности от жизни. Там, где Солженицын выстраивает широкий спектр значений, Шаламов демонстрирует, что значения тоже не выживают. Шаламов пытается заставить читателей взаимодействовать не с текстом рассказа, а с текстом лагеря. Там, где Шаламов проклинает тюрьму, исковеркавшую его жизнь, Солженицын верит, что тюрьма – это великое нравственное испытание и борьба, из которой многие выходят духовными победителями. Солженицын ищет путь сопротивления системе и пытается передать его читателю. Шаламов свидетельствует о гибели людей, раздавленных лагерем. Солженицын писал в своих произведениях, как калечила неволя человеческую жизнь, и как, вопреки этому, душа обретала в неволе подлинную свободу, преображаясь верой. Варлам Шаламов писал о другом, о том, как калечила неволя душу. Солженицын изображал двор как жизнь рядом с жизнью, как общую модель советской действительности, а мир Шаламова – это подземный ад, царство мертвых, жизнь после жизни. Там, где Солженицын вписывает лагерь в мир, Шаламов пытается создать новый континент, включающий мир и лагерь. Лагерь по Шаламову – это не нарушение законов обычной жизни, а сгусток, слепок нашей жизни. Он не делит своих героев на жертв и палачей. Палачи у него всегда либо вчерашние, либо завтрашние жертвы. Суть в том, пишет автор, что тебя судят вчерашние или будущие заключенные. Отбывшие срок берут винтовки охранять, берут палку командовать. Злоба в шаламовских рассказах выступает как самое долговечное человеческое чувство. Это последнее, что остается перед смертью. Многие его персонажи, подобно герою рассказа «Поезд», живут только равнодушной злобой. Например, в рассказе «Сентенция», одном из лучших у Шаламова, речь идет о возвращении человека из духовного небытия в человеческий облик. Постепенно герой обретает равнодушие, бесстрашие, потом страх, зависть к мертвым, жалость сначала к животным, затем к людям. Самое высшее и последнее – это восстановление слова. Герой вспоминает забытое им слово «сентенция», что изображено как символический акт преобращения в культуре, акт духовного воскресения. Именно культура для Шаламова занимает главное место в иерархии ценностей. Он убежден, что есть один род бессмертия, и это искусство. Хотя искусство, по его мысли, вряд ли способно исправить человечество. Варлам Тихонович был не только талантливым писателем, но и поэтом. «Я всегда писал стихи», — говорил он. Это признание Шаламова может в контексте его творчества трактовать иначе. «Я всегда был свободным». Поэзия и свобода взаимосвязаны в понимании Шаламова. Конечно, речь идет о внутренней, тайной свободе, о той свободе, которую отмечал в Пушкине Александр Блок, поэт глубоко и душевно любимый Шаламова. Тот факт, что свои первые стихи Шаламов отправлял Пастернаку из Колымы, стал уже легендой. Занимаясь этой историей, в архиве писателя были найдены старые рукописи колымского периода, самодельные тетради из оберточной бумаги, сшитые суровыми нитками. Возможность писать стихи у Шаламова появилась не сразу, а только спустя 12 лагерных лет, когда он стал работать фельдшером на участке на реке Дускальне. Тогда он жил в избушке медпункта и впервые мог вести саморучные тетради, которые посылал в Москву. В этих тетрадях сохранились одобрительные пометы, сделанные Пастернаком и другими людьми,
кому поэт давал читать стихи Сыльного. Так анонимно они назывались. Стихов в тетрадях много, около 100, и часть из них черновые, явно недоработанные, написанные наскоро, но есть и подлинные шедевры. Но напечатать их в те годы было невозможно. Почему Шаламов не включил их в самодатские и колымские тетради, вопрос сложный. Что-то, возможно, просто забылось, что-то при перечитывании показалось невыносимо многословным. Ведь со временем Шаламов поэт пришел к предельной краткости. 8 строк Пастернак считал идеалом для русской лирики. Я считаю 12 рисовок. Во всяком случае остается категоричный отзыв Шаламова о своих первых опытах периода Дусканди. Стихов там еще не было. Все стихотворное творчество Шаламова объединилось в несколько сборников. Это из первых таежных тетрадей, колымские тетради, сборник «Огниво», «Шелест листьев», «Дорога и судьба», также сборник «Московские облака». Собственно, лагерная тема в поэзии бывшего узника представлена очень скудно, что может удивить читателя, знающего хотя бы в самых общих чертах жизнь автора колымских рассказов. Ведь он провел почти 20 лет на каторге. Вот мы приведем примеры некоторых стихов лагерной темы, которые, на наш взгляд, являются одними из самых показательных. «Тот за речку Яндрях. Я поднял стакан за лесную дорогу, за падающих пути, за тех, что брести по дороге не могут, но их заставляют брести, за их синеватые жесткие губы, за одинаковость лиц, за рваные и неукрытые шубы, за руки без рукавиц, за мерку воды, за консервную банку, цинку, что навязывают в зубах, за зубы будящих и всех с позаранку, раскормленных сытых собак, за солнце, что с неба глядит из-под лобья на то, что творится вокруг, за снежные, белые эти надгробья, работу понятливых тур, за пайку сырого липучего хлеба, проглоченную в торопях, за бледное, слишком высокое небо, за речку Аян-Леви. В стихотворении, среди прочих верных и важных деталей, есть одна наиболее значительная – это одинаковость лиц. Приход к одинаковости не по своей воле – это и есть смысл и цель мира свободы. Точнее, поэзия для Шаламова есть область тайной свободы. Так в своем эссе «Поэт изнутри» он пишет: «Могут ли стихи помочь жить в житейско-обывательском смысле? Нет, именно стихи нарушают связь человека с духовным миром эпохи, с нравственными требованиями практической жизни. Именно стихи не позволяют завязать позорное знакомство, которое человек будет стыдиться потом. Именно стихи создадут оптимальные условия для человека, условия одиночества». В поэзии Шаламова сквозным мотивом является мир, устремление к нему. В его творчестве мы встречаемся с символической градацией пространственных объектов по вертикали, в духе христианской традиции. Это пещеры, шахты, вообще углубления в земной поверхности. Они символизируют у Шаламова ад. Горы – промежуточный этап восхождения к высокому. Небо – это высшая точка. Приведем пример, который отражает эту мысль. Так, стихотворение «Наверх», оно написано в 1950 году, как раз-таки на руке Дусканди. Пути на горную вершину, пути почти на небеса, вертятся вслед автомашине, и в облака плывут леса. И через горные пороги, вводя нас молча в дом земной, ландшафты грозная дорога передвигает предо мной. Все вокруг, все вдруг закроется пожаром, огня дрожащего стеной, или густым болотным паром, или тумана пеленой. И, наконец, на повороте такая хлынет синева, обнимет нас такое что-то, чему не найдены слова, что называем снизу небом, кому в лесу сейчас глядим восторженно и слепо, и скалы стелются под ним, а горный кряж, что под ногами, могильный кажется плитой, он вправду скреп, в нем каждый камень унижен небо высотой. Через взгляд на мир поверх приходящих ценностей современности возникает в творчестве Шаламова тема детства. Ребенок еще не осмысляет категорию времени так, как осмысляют ее взрослые. Детство неосознанно более обращено к вечному и органически, безрефлективно пронизано ощущением свободы. Данные мотивы отразились во многих стихотворениях Шаламова, и одно из них – это «Воспоминание о свободе».
Воспоминания свободы всегда тревожны и темны. В них дышат ветры непогоды и душат их дурные сны. Избавлен от душевной боли, от гнета были сохранен, кто не свободу знал, а волю еще с ребяческих времен. Она дана любому в детстве, она теряется потом в сыновьих спорах о наследстве, в угрозах мести и судом. Расхождение Шаламова в трактовке детства, юности, молодости с представителями своего времени закономерно. Молодость в те годы связана с несвободой, а несвобода задана целью построения нового мира. Любовная поэзия Варлама Шаламова – это поэзия вынужденной разлуки, завершившегося долгого ожидания встречи и так и не вернувшегося затем к любящим счастью. Стихи этой темы наиболее автобиографичны и порой даже дневниковы. Правда, с характерными купюрами бытового, низкого, грозившего превратить драму в шаблонную житейскую историю. Первая жена поэта, Галина Ивановна Гуц, прождавшая мужа почти 17 лет и встретившая его в ноябре 1953 года, не смогла убедить писателя жить так, как живут люди, стремящиеся из чувства самосохранения забыть несправедливость власти. Положение супругов действительно было неопределенным. Жена жила в Москве, не имея прописки. Мужу было запрещено поселяться в крупных городах, да к тому же он не был реабилитирован. И не пробыв в Москве и суток, Шаламов сразу же уезжает. Через много лет, в 1982 году, Галина Игнатьевна не может приехать к умирающему мужу по причине болезни. Она принесла инсульт. А дочь отказалась приехать и объяснила это так, цитирую: «Я не знала этого человека». Поэтически очищенная и обобщенная любовная семейная драма Шаламова вполне всего отражена в стихотворении «Возвращение». Какой необъятной власти ты в этот день обречена, поборница простого счастья, как мать, как женщина, жена. Но как не радуется сердце, а в глубине, на самом дне, живет упрямство иноверца, оно заветно только мне. И на лице моем не сможешь разгладить складок и морщин, тайгой протравленной на коже рельеф ущелий и лощин. Твоей и то не хватит силы, чтоб я забыл в конце концов глухие братские могилы моих нетленных мертвецов. Во всяком счастье, порознь жданном, есть неоткрытый материк, чужая звездная туманность, непобежденный горный пик. Примечательно, что Шаламов многократно переправляя свои стихи, сотни раз по его признанию, оставил в стихотворении оптимистичную концовку надежды, когда надеяться было уже не на что, не переменил ее задним числом, не дал поднеболить себя и этому несчастью. Мы карту новую начертим для нашей выдумки земли, куда пути сильнее смерти неотвратимо привели. И в такт лирическим балладам романса вздрагивает ритм. Она идет со мною рядом и про любовь мне говорит. Литературное наследие Шаламова, несомненно, достойно изучения. Оно дает понимание историко-культурных процессов, происходивших в нашей стране в 30-х годах прошлого века. Оно показывает человека в условиях, при которых стираются все человеческие правила жизни. Писатель ставил нам глубокую, серьезную, гуманистическую прозу, талантливые стихи, тонкие и точные в выражении чувств и состояние личности насильственных, жестоких и агрессивных условиях, в которых все сознательное человека фактически отсутствует, и открывается темная бездна бессознательного, которая ведет человека к инстинктивному выживанию, где уже действуют другие правила жизни. Нашему поколению повезло, но благодаря творчеству Шаламова мы сможем прочувствовать и осмыслить горький опыт предыдущих поколений. Проза и стихи Шаламова в его такой достаточно доступной форме позволяет нам познать трудности лишения нашего народа сложной этапов истории, оценить их и подвести черту, что одно из самых страшных преступлений человечества произошло в нашем с вами общем прошлом. И наследие писателя, точнее его творческого метода, можно продолжить такими писательницами и писателями, как Людмила Улицкая, например, Людмила Куршевская. То есть он в своем эстетическом и художественном методе он не был одинок и в дальнейшей истории литературы. Здесь хотелось бы закончить словами самого автора,
что писатель, автор, рассказчик должен быть ниже всех, меньше всех. Только здесь успеха доверия. Писатель должен помнить, что на свете 1000 прав. Сейчас пока подключает видео. Две ремарки. Можно? Девушки рассказывали о творчестве Шаламова и говорили о расчеловечивании. Да? Шаламов в своих произведениях множество раз подчеркивает это. И подчеркивает, что самое главное, что теряет человек в лагере, это душу. Он много раз говорит о людях, которые близки по духу. И вот девочки подчеркнули, Варлам Шаламов был атеистом, но в своих произведениях и в анализе своим философском он все время говорит, из тех, кто сохранил душу, прежде всего были попы-священники, потому что у них были обряды, которые они совершали, у них была вера, а у людей, которые попали в лагерь, ломали все. И перед человеком стояла одна задача – выжить. В то время как церковь пыталась еще и душу, спасти человеческую душу. И вот здесь как раз происходит совершенно разное. С одной стороны, он говорит о том, что нет, я атеист, а с другой стороны, все равно и в произведениях своих во всем он касается души человеческой. Поэтому так много у него вот философского в его произведениях.